Пора подводить итоги. С февраля месяца 27 тысяч детей и подростков в Абхазии прошли комплексные медосмотры у лучших российских врачей. Специалисты провели профосмотры школьников, дошкольников, маломобильных детей, юных спортсменов, учащихся колледжей. Диспансеризация завершилась в Гудаутском, Очимчирском, Сухумском и Гулырыпшском районах. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения республики. Мы побывали в Гудаутском и Гулырыпшском районах, пообщались с врачами-педиатрами, и они уже активно приступили ко второму этапу диспансеризации. Каково состояние здоровья у детского населения в этих районах? Об этом подробно в нашем выпуске. Вы смотрите программу «Пациент». Мы выходим в эфир по вторникам на канале Абхазского телевидения. Диспансеризация в Гудаутском районе началась 27 февраля и завершилась 18 апреля. Дополнительно был выделен еще один день – 7 мая. В этот день врачи осмотрели детей в реабилитационном центре. В общей сложности в Гудаутском районе около 5000 детей. Из них диспансеризацию прошли 4100 человек. Оставшиеся – это детишки 1, 2 и 3 лет. Врачебные бригады, которые работали по Гудаутскому району, было 2 бригады. Первая бригада была основной, костяк был с республики Адыгея, потом сменилась бригада со Ставрополя. Всем врачам огромное спасибо, потому что относились к нашим детям, не выполняя галочку, диспансеризацию, а были максимально внимательны к детям, к родителям, слушали, вникали в их проблемы, давали рекомендации. Поэтому и сам персонал со стороны Гудаутской ЦРБ, который помогал им в работе, и родители очень довольны теми бригадами врачей, которые работали в нашем районе. Стоит отметить, что диспансеризация детского населения в таком масштабе впервые проводится в Абхазии. В 2023-2024 годах Всемирный Абхазо-Базинский конгресс совместно с Минздравом Абхазии провели диспансеризацию школьников в сельских местностях. Но нынешняя диспансеризация с участием российских врачей – это большая помощь для получения всей картины в области здоровья детского населения. Работа в таком масштабе была необходима и дала хорошие результаты, с которыми нам надо дальше работать, говорят абхазские врачи. При поддержке, при организации, при полной логистике ваковцев проводилась диспансеризация детского населения, школьников, да, именно сельских. И им огромное спасибо. И вот та диспансеризация, которая проводилась предварительно с ними, помогла нам в том плане, что родители и дети легче шли на контакт и шли на диспансеризацию, потому что они уже с нею сталкивались и знали, что это. И основная трудность того, что когда проводим мы диспансеризацию своими силами, это ограниченность наших специалистов. И когда ты собираешь специалистов, ты отрываешь их от основной работы. И учитывая то, что собрать всех специалистов в том объеме, которые были здесь за один раз, это трудно, это собирается всегда по республике. Вот в этом складывается трудность проведения диспансеризации своими силами. Как показала диспансеризация, абсолютно здоровых детей в Гудаутском районе очень мало. Как мы уже говорили ранее, чаще всего встречались нарушения опорно-двигательного аппарата, эндокринные нарушения и проблемы со зрением. Основная проблема, которая выявлялась у наших детей, это проблема со стороны опорно-двигательной системы. Это нарушение осанки, это нарушение формирования стоп, плоскостопия, плосковальгусные стопы. Большой процент выявленных, ну и как и раньше, это тоже было нарушение зубов, кариеса очень много у детей. Благодаря тому, что был расширен сейчас объем обследования, проводилось еще, кроме общеклинического анализа крови, мочи и глюкозы крови, проводилось забор ферритина. Выявлены много количества детей с латентным дефицитом железа, когда ферритин низкий. И все эти дети, естественно, дальше уже планируются на дообследование, выявление причин анемии и, естественно, лечение. Большие проблемы у наших детей со зрением. Наверное, это большая вина гаджетов, как в нарушении зрения у детей, то же самое в нарушении осанки, потому что все наши дети в 24 часа сидят скрученные в телефоне, так образно если сказать.
Выявлялись, конечно, проблемы детей у наших со стороны желудочно-кишечного тракта, есть единичные случаи. Эндокринная патология тоже выявлялась. Выявлялись дети, есть дети с ожирением первой и второй степени. Выявлялись дети с, наоборот, отставанием веса, то есть это энергетической недостаточностью. Есть дети с нарушением щитовидной железы, выявлены, ну, по всему району может быть около 10 детей с гипотиреозом, впервые выявленные. Естественно, осматривались и дети, которые состоят на наблюдении, уже не первично диагностированные нарушения заболевания. Также были выявлены проблемы у детей по линии урологии. Дети обычно стесняются и утаивают даже от своих родителей проблемы во время мочеиспускания. А ведь при таких патологиях возможны серьезные последствия, которые могут привести к бесплодию. Поэтому так важно вовремя показывать ребенка специалисту. Учитывая важность этого аспекта, в программу осмотра входила консультация уролога-андролога. Врачи просят родителей проявлять особую бдительность в этом деликатном вопросе и периодически показывать ребенка специалисту. В ходе диспансеризации одному мальчику диагностировали атопический дерматит в достаточно злокачественной форме, но этот мальчик уже состоял на учете в Гудаутской больнице. Несколько детей были отправлены на консультацию к московской бригаде, которая работала в Сухуми. Они уже принимали решение совместно с Минздравом Абхазии, в какую из российских клиник их направить. Нужно отметить, что вся информация о состоянии здоровья каждого ребенка передана гудаутским педиатрам как в бумажной, так и в электронной форме. Это у нас индивидуальные карты на каждого ребеночка, которые прошли диспансеризацию по всем школам, и села у нас есть, все уже как бы, да, в папочке. Вот мы еще дорабатываем наше, вот то, что мы прошли диспансеризацию. Около 4000 мы, да, вот, грубо говоря, вот мы уже сделали, собрали. Можем показать, да, вот, например, средняя школа номер 3 у нас по классам сделано. Первый А, Б, В, Г, все классы, также все остальные классы. Наши мамы были, то есть все довольны, и мы очень довольны нашими докторами. И первая группа, которая приезжала, и вторая группа. Было очень, ну, как бы, и интересно с ними работать. Смотрели всех детишек прям от души. Вот карточки, это 3-я школа. Вот ребенок здоров, здоров. Вот все, значит, он прошел невролога, прошел он окулиста, с глазами все нормально, хирург, ортопед, анализы в норме, ферритин в норме, невролога, да, например, вот педиатры. Ну, то есть заключение у него хорошее. Есть кое-какие, конечно, да, например, но это уже мы вызываем родителей индивидуально, вот мы разговариваем, рассказываем то, что они написали, потому что мамы особо и не знают, которые вот, да, как бы мы взяли у них эти истории, и мы привезли уже обратно сюда. Многие обращаются, мы все рассказываем, вот сейчас вот, которые в школу идут первоклашки, вот уже, то есть у них готовое вот это, да, и мы дополнительно еще кое-какие обследования, новое, свежее отдаем, идут в школу. Естественно, была нагрузка большая, потому что персонал помогал и врачам в проведении диспансеризации. Все. Сейчас более досконально, внимательно будет пересматриваться и бумажный вариант диспансеризации, есть еще электронный вариант, который нам был предоставлен российскими врачами. И обзваниваться родители. И, видя проблемы, которые необходимы, вызываться родители к нам сюда в поликлинику с ребенком, объяснять ту ситуацию, которая есть у ребенка, и рекомендовать дальнейшие механизмы обследования и лечения этих детей. Основной документ бумажный, который проводился во время диспансеризации, остается в детской поликлинике, а в индивидуальную карту ребенка будет вкладываться выписка из этого осмотра, где здесь указываются все специалисты, которые смотрели, их диагнозы и рекомендации. Также будут вписаны проведенные клинико-лабораторные анализы. Это в личное дело, форма 112, индивидуальная карта развития ребенка, которая находится в поликлинике. Учетная карта ребенка. Потому что если в прошлый раз, вот когда проводили ваковцы, сразу отдавали эти бумаги им, а оставался электронный вариант, теряются родителями, и оно должно быть все равно правильнее у нас в учреждении.
Как известно, предупредить развитие заболевания намного проще, чем лечить его. Избавить малышей и их родителей от неприятностей со здоровьем поможет комплексное профилактическое обследование. Детская диспансеризация – это плановое мероприятие, которое следует проводить регулярно. Оно предполагает всестороннее обследование здоровья и развития ребенка. Основная задача диспансеризации – выявить возможные заболевания и патологии, оценить физическое и нервно-психическое развитие ребенка, а также профилактика болезней и выявление возможной предрасположенности к ним. Мы очень довольны, потому что реально это очень необходимая вещь, которую надо проводить. И надеюсь, нам уже будет легче в будущем, в следующие года проводить уже в декретированные сроки, не так, как сейчас проводилось поголовно все дети, все классы, потому что есть определенные декретированные сроки, которые надо проводить в школьное время, и нам уже будет легче это проводить и сравнивать с тем, что было. В городских школах везде находятся школьные медсестры. По Гудаутскому району 5 школ городских в городе Гудаута и 1 городская школа в Афоне. А вот по сельским школам совмещают работу практически фаповские медсестры сельские, потому что основное количество фапов располагается или на территории школы, или рядом со школой. Поэтому весь контроль за состоянием детей, и осмотры, и экстренные ситуации осмотров, и планирование и проведение вакцинации, это в селах осуществляют фаповские медсестры. Вся база данных, которую передали Минздраву Абхазии, ляжет в основу проведения периодической диспансеризации в дальнейшем уже силами местных специалистов. У нас появился стимул разобраться, в чем проблема, и попытаться решить, чтобы наше будущее поколение было здоровым. Рекомендация должна быть та, которую сейчас показала диспансеризация, обращаться к врачам не когда ребенок болеет, а когда он здоров. Хотя бы раз в год обходить специалистов, чтобы быть уверенным, что ваш ребенок здоров. В Гулырыбском районе осмотрено порядка 888 детей по школам. В районе более 5 школ. Все они были охвачены. По словам местных педиатров, очень много было выявлено заболеваний у детей, которые до этого на учете не состояли. Врачи изучали состояние здоровья детишек тщательно. Да, в отношении зрения у нас немного таких деток, а в отношении опорно-двигательного аппарата действительно очень много детей было назначено к ортопеду. У нас было вновь выявлено заболевание в отношении порока развития ребенка, и сразу он был направлен в институт Турнера в Москве на оперативное лечение. Эндокринологических очень много патологий выявлено. Более 7 детей направлено к онкологу по невусам. Осмотрено было по школам более 888 детей, и выявлено при этом 116 заболеваний, то есть 13% заболеваний вновь выявленных. И направлено совершенно по разным статусам обследования, то есть направлено и на МРТ многих органов, очень много направлено на МРТ почек, МРТ позвоночника, забрюшинного пространства. Очень много деток направлено на доплер кардиографию, УЗИ сердца, но несколько деток направлено на холтер, суточное мониторирование ЭКГ. 2 детей направлено к сурдологу, 1 из них направлен на тимпанопластику. Был достаточно интересный случай, когда у мамы буквально в течение полугода был выявлен онкологический процесс, и диспансеризация совпала с лечением мамы. Сразу этих деток, в семье их 4, всех посмотрели в отношении нозологической заболеваемости, и из 4 1 был выявлен на врожденную онкопатологию. И сразу был направлен в Москву на оперативное лечение. Да, поэтому получается, что диспансеризация действительно прошла у нас с очень хорошим результатом, потому что даже 1 спасенная жизнь – это очень много значит. Много деток было направлено на эндокринологический профиль обследования, причем сразу в стационары.
В Гуларыпшском районе родители с большим удовольствием давали согласие на проведение диспансеризации, ведь для них это хорошая возможность бесплатно проверить состояние здоровья своих детей. Ведь ни для кого не секрет, что многие специалисты у нас в республике в единственном числе. Это и детский кардиолог, и детский эндокринолог. Теперь вся информация по состоянию здоровья детей находится у педиатрической службы. Специалисты уже полностью завершили просмотр базы по школам и планируют начать следующий этап. Будет заключаться он в том, что все 116 детей, которые были выявлены с заболеваниями, будут вызваны с родителями и направлены на дообследование в том ракурсе, в котором рекомендовали нам российские специалисты. На самой диспансеризации мы не присутствовали, мы просто контролировали процесс проведения диспансеризации, помогали по учреждениям организованным. После учреждений передали нам карты по проведению диспансеризации вот эти, и уже по картам и далее по проведенным спискам Минздрава мы сформировали полностью базу электронную бумажного носителя. У нас есть все контакты родителей с детьми, и планируем, мы четко подошли ко второму этапу уже организации проведения, и будем сейчас вызывать на летних каникулах деток на дообследование. Вначале осмотрели учащихся в одной школе, а затем поэтапно туда привозили учеников из близлежащих сел. Врачи оценили состояние здоровья детей как положительное. Я не зря вам привела первоначальную статистику, да, то есть из процента осмотренных детей лишь 13% у нас вновь выявлены заболевания. То есть, в принципе, мы говорим о здоровой нации. Ну, в целом это неплохо. 13% это очень хорошая цифра. То есть 116 заболеваний вновь выявленных, вновь не состоящих на диспансерном учете, и, в общем-то, это очень хорошая статистическая цифра. И в Гуларыпшском районе среди выявленных патологий чаще всего встречаются заболевания опорно-двигательной и эндокринной систем. В ходе диспансеризации часть детей, нуждающихся в лечении, была направлена авиатранспортом в медучреждения России. Нуждающиеся в дополнительном обследовании будут направляться в федеральные медицинские центры. Об этом не раз говорил министр Эдуард Бутба. С учетом того, что какие выявлены заболевания, да, то есть это мы не говорим просто о невусах, да, это родинках, говорим действительно о том, что один ребенок был выявлен с необходимостью консультации и дальнейшего оперативного лечения в отоларингологии, тимпанопластика. Да, один ребенок был выявлен с пороком развития опорно-двигательного аппарата, которая дальнейшее требует оперативного лечения в ортопедии. То есть в любом случае, конечно, эти дети были пропущены в отношении родителями, ну и, наверное, как нашей службы тоже участковой, в связи с необращаемостью. Поэтому диспансеризация однозначно должна проводиться хотя бы с какой-то периодичностью, раз в год, раз в 3 года, потому что в этом есть необходимость. В любом случае детское население требует обязательно ежегодного осмотра, причем тотального, стопроцентного ежегодного осмотра с определенными методами обследования, хотя бы общий анализ крови, общий анализ мочи, так как они сдавали. Очень много было выявлено случаев снижения гемоглобина. При норме совершенно общего анализа крови и гемоглобина, да, у нас ферритин был очень низкий, то есть говорило о том, что у нас латентные дефициты железа. То есть при даже самовольном сдаче анализа крови мы не показывали бы то, с чем мы сейчас столкнулись и что мы нашли. Очень многие детки у нас на железосодержащих препаратах стали после этой диспансеризации, потому что что-то они в организме не добирали в связи с тем, что просто это было не выявлено. Действительно имеет место быть образ жизни и неправильное питание. Перекусы детей, сухие перекусы детей во время школьных занятий, и поэтому, естественно, многие детки, сами знаете, любят больше еду, которая является точно ненужной для них. В связи с этим препараты железа нам пришлось выбрать. Плановые медицинские осмотры – это ключевой элемент профилактики здоровья. Они помогают выявить серьезные заболевания на ранней стадии, такие как болезни сердца, диабет или рак, даже если на первый взгляд нет никаких симптомов. Врачи настоятельно рекомендуют проходить эти осмотры раз в год. Плановые осмотры, как таковые по населению до проведения диспансеризации, были при устройстве в садик, в организованный коллектив в школу, ну и те детки, которые у нас уходили во взрослую сеть.
Ежегодно мы также смотрели тех, которые встают на воинский учет юношей, подростков. И, собственно говоря, больше мы с детьми не сталкивались, только по обращаемости. Поэтому плановые осмотры, они очень важны, они нам это сейчас очень сильно показали. На данный момент идет обработка информации во всех районах Абхазии. После того, как данные будут обработаны, педиатры приступят к следующему этапу диспансеризации – более тесно общаться с родителями и принимать необходимые меры для лечения вновь выявленных заболеваний у детей. Здоровый образ жизни, правильное питание, отказ от вредных привычек, ранняя диагностика и своевременное лечение – залог долгой и счастливой жизни. Ведь заболевание лучше обнаружить на ранней стадии. Это даст возможность принять необходимые меры и вылечить ребенка. На этом я прощаюсь с вами. Будьте здоровы и до новых встреч!